Какая красивая елка в Нюрнберге на вокзале, на железнодорожном. Что есть вообще. На Нюрнбергском вокзале очень много разношерстной публики. Здесь собраны все национальности в этом мире, которые только можно придумать на самом деле. Я иногда поражаюсь тому, что сколько здесь разного интересного народа. Иногда придешь сюда и поражаешься, как же, ну, там, допустим, много языков, людей, даже вот элементарно, какая у кого одежда, мода, привычки. Это же вообще вот всегда очень интересно посмотреть. Единственное, что бывает такое настроение, когда толпа тебя как будто бы сжимает, и ты начинаешь чувствовать себя в толпе очень неуютно. Но если настроение хорошее, то рассматриваешь всех. Однажды мы с Максимом гуляли также. Ну и потом поехали еще куда-то, пришли на вокзал. И он говорит, я пока шел, я увидел фотомодель. И это самая красивая девушка в мире, которую я видел вживую. Мы так... А мы с мужем не увидели. Или ты видел ее? Я не видел. Не видела. И вот никто из нас не видел, а он увидел. Она говорит, наверное, с телевидения. Вот. Мы так смеялись. Ну, действительно, здесь можно увидеть очень бедных людей, очень богатых. И из абсолютно любых концов земли. Особый интерес в Европе каждый раз вызывают разные рождественские ярмарки и развлечения. Вот вчера, допустим, мы слушали вечером концерт, а сегодня гуляем и будем рассматривать, как все украшено, какие товары продают интересные. То есть все мы это будем смотреть. Вообще, здесь, в Европе, очень любят Рождество. Оно 25 декабря, и поэтому 25 ноября все украшают. Вот сегодня 26-е. Вчера все должны были уже точно под ключ украсить. И, соответственно, начать торговлю, рождественскую торговлю. Рождественские рынки начать работать должны. Такие уже основные. Можем вдоль стены пройти по-другому. Нет проблем. Пойдем вдоль стены, если хочешь. Попробуем. А мы там выйдем к тому месту, куда нам нужно? Попробуем. Так пошли тогда через ресторанный дворик. Особое внимание около вокзала в Нюрнберге занимает вот этот ресторанный дворик. Красиво. Магазин, видимо, стекла. А тут маленькие бутылочки. И всякие штучки, украшения. Потрясающе, конечно. Кошка, курица и утка. Все как в сказке. Самые настоящие сказки. Здесь колодец, здесь фигурки, пьют кофе. Тут же разговаривает много людей. Ja, besser ist, weil er kleinteiliger ist als das. Ja, du brauchst jetzt noch irgendwas, wo du dein Kleingeld reingibst. Ja, aber wenn du jetzt Kleingeld
Приходится проходить в толпе, потому что сегодня суббота. И, конечно же, народу очень много здесь гуляет. Пойдем вдоль стены. Все-таки не пошли мы вдоль стены. Там ничего нет, а здесь все средоточие Рождества. Всего. Мы направляемся в сторону Лоренскирхи. Да, сейчас пойдем в Лоренскирхе, потом повернем, там еще пойдем в одно место. Вот, а обратно уже, когда пойдем, то ходим на торговую площадь, да, Вов? Только когда в обратную сторону пойдем. Потому что у нас есть некоторые дела. Вот, сначала. И вот, если обсуждать погоду, погода не очень, честно скажу. Сейчас на улице плюс 7, 26 ноября плюс 7. У нас уже был один раз первый снег, потому что ночью температура начинает спускаться. И по утрам может быть снег, но не каждый день. Вот был один раз. И я понимаю, что через 10 дней температура по ночам стабильна. Уже мы доходим до мест, где начинают торговать всякими пряниками, штучками всякими. Значит, люди стоят уже что-нибудь едят, пьют. Всего, в общем, полно, классно, красиво. Weil als ich das erste Mal Решили вегетарианские бургеры в Макдональдс поесть. Поднимаемся на второй этаж. Здесь такой вид из окна. И вот тут есть очень много места, чтобы где-то присесть, поесть. Где ты хочешь? Давай здесь. Здесь сядем. Зеленый стул. Зеленый стол для вегетарианцев. Вот. Отстояли очередь как раз минут, наверное, 15. Вот так выглядит вегетарианский бургер с вегетарианской котлетой. Сейчас будем кушать. Мы тут уже вот дошли после Макдональдса до вот такой башни. Вот. Все сверкает, продают пряники вовсю. Такие всякие сладости в кулечках. Всякие вот такие вот на шпажках. Клубника в шоколаде по 5 евро. Недорого, кстати. А вот всякие эти нутеллы в кофтах, ММДМсы. Всего. А вот тут фонтан. И фонтан-то, вот тут еще вот такой собор. И фонтан-то вот этот вот, как его называют, ужасный фонтан. Ну, тут типа такие фигуры всякие страшные. Там чудовища. Вот кто-то очень много ест и пьет. Ну, в общем, разные пороки, как будто бы он отражает. Мы пошли. Интересно, тут есть такое слонное сердечко. Вот тут есть ларечек с фруктами и сладостями. Всякими разными, даже сливы и вот эти все. В общем, очень круто. Ну, а вот мое любимое кафе. Я обязательно сюда зайду. Да, Дербек. После того, как сделаю свои дела, я обязательно зайду в это кафе. Всегда захожу. Ух ты. Ой, полиция. Обалдеть, тут же верблюды. Это ж надо, какие хорошие, красивые верблюды. А вы знаете, что они могут откусить голову ребенку? У них есть такая привычка кусать за голову детей, если они недовольны. Мы в нашем кафе. Народу много. Ручка с шоколадом. И черный кофе.
Мы пошли дальше гулять. Должны сходить в магазин Талия. И вот всякие вкусные пироги, бублики. Вот. Моя любимая кафешка. Мы всегда сюда на столик на уличный садились, но тут много было столиков. Но сейчас холодно для улицы, для того, чтобы сидеть на улице. И мы должны сходить в магазин книжный, мой любимый. Ходим. Столики поставили красненькие. Все пьют кофе, наверное, или что-то, коктейли, не знаю. Вот делают бургеры какие-то. Вот. Здесь вот Санта-Клаус сидит. Ой, ну, в своем репертуаре, как говорится. О, мы встретили Мини Маус. Или как-то ее еще называют, уж не знаю, мышь из Диснея, из мультика. По-моему, минимум. Я тоже думаю, что Мини Маус. Ну, я уже не очень помню, как их всех зовут, этих героев. Вот. Просто когда гуляешь по улицам Нюрнберга, ты можешь встретить кого угодно на самом деле, даже диснеевских героев. Тут тоже ресторанчик полный. Ну вот идем собачка. Вот такая-то она, мне кажется, бойцовская порода. А, точно. А это маленькая. Чистенькая. Она оглядывается так. Хотела познакомиться. А там как бы собачка, которая может ее проглотить просто одним живком. Посмотри, вот книжный магазин как оформил. Да, я, кстати, давно хотела его даже еще и пофотографировать. Тогда мы мимо же прошли, а я так и не сфотографировала. Надо сфотографировать. Так, сделаю фото. Так, Талия. Мы подходим к Талии. Талия — это мой любимый магазин, потому что он 4-этажный. Здесь рядом тоже есть маленький книжный магазин. Мы туда заходили, ничего там, к сожалению, не нашли. Это не то, что мы его не уважаем или еще что-то, просто там нет ничего для эзотериков. Так, я вам сейчас тут все покажу. Тут есть очень милые снеговички, мишки всякие. Вот такие вот. Мне нравится, это вообще такая прелесть. Я это могу назвать ёбушки-воробушки. Конечно, в каждой книжке мы с вами не подойдем, здесь это нереально. Но вы можете посмотреть всякие шарики, фонарики, товары, шапка в форме медведя и всякие подушки. Ну, книги рассматривать нереально, невозможно. Это мы бы... Я хочу новогоднюю выставку. Это мы бы тут, знаете, сколько зависли дней и ночей? Сутками бы здесь жили, но так бы ничего и не сняли. Вот мне нравятся такие новогодние инсталляции, рождественские, простите. Я все время говорю новогодние. Говорю новогодние, потому что привыкла. Рождественские. Вот, очень мне нравится вот это все. Такое красивенькое, прям шикарненькое. Тут тоже такая инсталляция прикольная. Мне вообще нравятся инсталляции в магазинах на Рождество, на Хэллоуин, на разные праздники. На День влюбленных будет. Ну вот это прям такое все милашечное, уж надо. Ну, такие вот, смотрите, ну все это свечи, домики, там тарелочки. Потрясающе. Конечно же, мой любимый отдел в магазине Талия на 3-м этаже находится. Это эзотерический отдел. И это самое главное для меня. Здесь всегда есть стенд с камнями. Естественно, я буду выбирать камни. Тем что сегодня выбор есть. А дальше вот эзотерик и тарот. Вот в этом эзотерическом отделе очень много хорошей литературы. Здесь, значит, очень много про Луну. Про Луну, про заговоры, камни всякие. Все такое, все описывается хорошо. Тут 3 статуи, видимо, Будды. Вот здесь, значит, соляные подсвечники. И вот карты Таро и Оракула.
есть. Тут всякие такие вот интересные штуки. Я, кстати, недавно купила дзен-сад, чтобы на нем гадать. Вот. В общем, и духовная литература. Полно всего. Спускаемся. Красиво, да? Так, а мы выходим из книжного магазина. Я, значит, купила 5 или 6 камней. Потом, значит, я купила адвент-календарь Таро, книгу по раскладам. Торговая площадь. Пойдем на торговую площадь, сходим. Вот. Классно было в Таллии, провели время вообще. Мне очень понравилось. Сколько же народа здесь сегодня, вообще много, конечно. Так, всякие восточные штучки. Сладости. Да, запахи. Запахи тут, да. Шанги пекут. Вот тут вот очередь на глинтвейн. А вот тут по-любому сосиски. Точно, сосиски. С булочками. Вов, надо будет в Мюллер за Кока-Колой зайти. Но, наверное, очередь в 3 километра за этой Кока-Колой. А я пить хочу ужасно. После этого бургера, после кофе, охота пить. Все заполнено людьми. Мы устали, набегались, находились сегодня. Столько народу, столько марков. Конечно, кто-то играет на гитаре, кто-то выступает. Кто что делает. Очень много людей. Поэтому мы пошли домой. Ой, свечи. Здорово. Храм Святая Марта Кирхе. Марта. Святая Марта. Ну, она простенькая кирхи. Ну, а смотри, витражи. Витражи замечательные. Камера больше Нет, она берет почему-то. Сюда закрыто? Нет, закрыто. А как они зашли все остальные? Нет, люди заходят туда спокойно через дверь. Давай идем. Ну, смотри. Ой, в масочках все заходят. Ну, мы так посмотрели. Тут дорожка из свечей. Ну, мы тут уже у вокзала. Поэтому тут зашли. Вот мы уже подходим обратно. Сейчас погоним дальше. Красиво.
one German girl. Wo halt alle Stände so offen sind. Столько звуков города разных. Шутки наверху. Собачка мамина будет. Маленькая собачка. Интересно, чья это собака? А? Красиво. Тут вот всякие ретро-игрушки. Ретро-постеры. Ретро-постеры и ретро-игрушки. Экспресс. Ja, aber dann wüsste sie ja, weiß sie ja. Здорово вообще. Класс. Едем домой. Красота неописуемая. Конечно, я начала снимать, когда забор начался. Но чё к чему, а? Ну, тут домики есть, ладно. Обычная Поля деревня. такие красивые были. Обычная деревня, да, в Германии. Самая обыкновенная. Да, это вам не это.